У нас была интересная инициатива, связанная с вот этим ковидным госпиталем, да, при медакадемии. Я считаю, что это вообще один из лучших кейсов, да, который нужно задокументировать и везде презентовать как вот такой случай успешной работы разных секторов. По сути, получилось так, что собрались несколько человек, часть из них, я их назову на самом деле. Ну, конечно, Индира Розабаевна и ее команда, это они главные в этом. То есть они потащили на себе эту всю работу. К ним было, я так понимаю, обращение республиканского штаба, Минздрава о том, чтобы они развернули вот в тот тяжелый период, да, в июне, в конце июня, приняли решение о разворачивании госпиталя, да, ковидного. В Бишкеке, помните, не хватало мест и так далее. Очень много людей умирало. Им на помощь пришли, несмотря на то, что у них были определенные ресурсы со стороны Минздрава, Национальный центр фтизиатрии был их таким вот, как бы такой шефствующей организацией. Еще дополнительно смобилизовались несколько секторов. Вот бизнес-сектор, в частности, это Банк Азии, Назира Бейшеналиева, ее команда, а также руководство банка выделило средства. Также Бабур Тольбаев, насколько слышали, наверное, тоже, да, его компания Мольбулак, тоже они серьезную сумму средств выделили на поддержку этого ковидного госпиталя медакадемии. И мы от фонда Сорос тоже внесли свой вклад в виде финансовых средств, которые мы потратили на закупку медоборудования необходимого, на закупку СИЗов, а также на поддержку врачей и обучение в этом ковидном госпитале. И что хорошо, что этот госпиталь был развернут, ну, действительно, очень короткие сроки, и там практически у них вообще не было проблем с обеспечением. Они это везде говорят сами. Во-вторых, насколько я знаю, насколько я видел отчеты, очень хорошие результаты были в плане лечения. Да, да, были летальные исходы, но их количество было не таким большим, да, как в некоторых других стационарах. Плюс удалось собрать команду, очень серьезную команду менторов, специалистов, которые обучали вот этих молодых ординаторов клинических, которые тоже, мы им очень благодарны за то, что они приняли на себя удар вот основной, да, по лечению пациентов. И вот они совместно, да, с опытными врачами, они тащили, да, именно эту сложную работу в июне, в июль, в этот период. Вот мы считаем, что вот эта инициатива, когда несколько, да, получается, сторон собрались, мобилизовали ресурсы, очень быстро договорились и буквально за несколько дней открыли госпиталь, который, я не могу сказать, прям идеально работал, но в некоторых случаях, можно сказать, образцом был, да, по многим параметрам. Я считаю, что этот кейс, нужно, конечно, его презентовать, да, и попробовать передать этот опыт, может быть, для других областей, регионов и так далее. Ну и последнее, что я хотел сказать, помимо ковидного госпиталя, мы очень тоже серьезное, да, внимание уделили работе в Государственной службе исполнения наказаний, КСИНе. Дело в том, что в КСИНе, вы знаете, да, там свои сложности, есть закрытая, да, такая структура, учреждения закрытые. И, конечно, они работают с Министерством здравоохранения, да, в том числе и не только по ковиду. Но в связи с этой пандемией КСИНы объявили о том, что они закрывают, да, закрывают свои учреждения для доступа посторонним, да, лицам, в том числе экспертам проектов, да, которые работали в этой системе до еще этой эпидемии. И вот этот режим с сентября только было некоторое послабление, и мы смогли договориться с руководством КСИН о том, что мы сможем подписать с ними меморандум о взаимопонимании, а также разработаем план действий и поможем системе КСИН в борьбе с пандемией, именно с вот этим осенне-зимним периодом с COVID-19. Что мы сделали в рамках этого проекта? Мы закупили для них
около 1000, не около, 1000 упаковок Лексана, также порядка на $70 000. Также мы сейчас проводим второй тендер на закупку дополнительной части необходимых СИЗов, необходимых лекарственных средств, необходимого медицинского оборудования где-то на $115 000, да, дополнительно. И мы вот с сентября по сей день и в ноябре мы будем заниматься обучением медицинской службы КСИН, а также сотрудников пенитенциарной системы именно по тому, как вот правильно тоже разворачивать медико-санитарную помощь, да, для того, чтобы лечить и профилактировать ковид. Да. И на наш взгляд работа очень хорошая проводится. Посмотрим на результат, да, этой работы в конце года, как говорится, там будет видно, да, насколько это все было эффективно или нет. Но одно точно можно уже сказать, что в целом вот этот проект тоже был такой коллаборационный, что нам понравилось. КСИН со своей стороны, да, полностью, да, вот лидирует, да, вот в этом тоже процессе, как заказчик, да, вот этой технической помощи со стороны Минздрава. Минздрав, да, очень быстро отреагировал, и мы хотим отблагодарить вот Нурболата Толешевича, заместителя министра, главного санитарного врача, и его команду за то, что они полностью, да, вот во всем помогают КСИНу, и с точки зрения обучения, и с точки зрения организации медпомощи, и с точки зрения менторства и так далее. Мы также вот хотели подчеркнуть, что в этом проекте участвует еще омбудсмен и его команда. Токон Болотбекович, он лично заинтересован в этом проекте, в том числе, потому что задача омбудсмена — это обеспечение, да, максимально достижимого уровня услуг по здравоохранению именно в контексте эпидемии ковид. И вот он со своей стороны как бы мониторит, да, вот, права, да, пациентов именно в части получения, да, вот этих услуг. Ну и последняя организация, которая в этом задействована, это у нас Общественный фонд, наши партнеры, юристы за права человека. Они, конечно же, тоже вместе с аппаратом омбудсмена совместный вот этот мониторинг проводят на доступность услуг. И, кстати, не только доступность услуг по ковид. То есть мы должны понимать, что помимо того, что человек в тюрьме должен получать лечение, да, от ковид, возможность хотя бы базовый уровень, но он еще и должен получать лечение, возможно, да, которое не относится к теме ковида. Например, продолжать получать антиретровирусную терапию, это ВИЧ-инфицированная, да, или получать препараты для лечения туберкулеза, да, человек должен бесперебойно получать консультации врачей, да, дополнительные какие-то и так далее. То есть вот это все в комплексе мы рассматриваем. И мы очень надеемся, что вот этот проект, в котором участвуют 5, да, партнеров, он хотя бы немного сможет помочь сдержать эпидемию COVID-19 в пенитенциарной системе, потому что именно в тюрьмах, по опыту других стран, вот именно в закрытых учреждениях вспышка крайне опасна и очень большие риски есть того, что там будут большие серьезные последствия. Поэтому мы часть наших средств из нашего чрезвычайного фонда, порядка $200 000, $250 000 мы тратим на систему КСИН и на поддержку системы КСИН. Вот надеемся, что тоже сможем потом этот опыт задокументировать и презентовать, передать другим, да, заинтересованным сторонам, игрокам.